елден ақсақал құдылығыз Келдібек Ниязов ақсақалды сахнаға шақырамыз. Келдібек Ниязов. Келдибек Ниязов родился 8 сентября 1952 года в селе Куланак Нарынской области в семье учителей. Он был обычным сельским мальчишкой, вместе с братом и с двумя сестрами работал на поле и пас овец. Еще тогда, в беззаботном детстве, он выступал перед ними. Никто и не подумал бы, что в будущем он станет известным сатириком-юмористом, концерт которого посетит сам Чингиз Айтматов. Гүлкі, башынан аяғына чейін гүлкі. В книге говорится об истории Асанкула. Я бы сказал, что здесь присутствует много юмора. Книга рассказывает об его хождении. В свое время он снимался в 3 фильмах, и мы специально оформили обложку в сочетании этих 3 фильмов. Как поделился министр культуры Нурджигит Кадырбеков, важное издание произведений разных жанров, ведь молодежь нашей страны должна иметь огромное желание читать книги. Автором гимна, национального гимна является Джалиль Садыков и Шабнамбек Кулуев. Вот, например, 3-томник поэта, драматурга Джалиля Садыкова тоже сегодня, она вот здесь. Потом такие энциклопедии для детей, как «Россия», «Индия», например, пароходы, цветы и так далее. Они очень полезны для эрудиции молодого поколения. Также про Кыргыздар, про кыргызов мы книгу выпускаем. И перевод. Перевод очень важная книга для детей. Также мы сегодня вручили награду за победителям в рамках СНГ, это на уровне СНГ, искусство книг. Также мы презентовали наш ролик про туризм в Кыргызстане. Стоит отметить, что мероприятие проходило в теплом, уютном кругу отечественных сатириков и писателей, а также победителей онлайн-конкурсов, таких как «Искусство книги» среди стран СНГ и «Манас-тест», объявленного 4 декабря в честь Дня Манаса. Нашей съемочной группе удалось поговорить с одним из победителей конкурса. Всего было 20 вопросов, и я с легкостью ответил на все. Конечно, такие конкурсы очень нужны. Они расширяют кругозор, привлекают любовь к чтению. И мне бы хотелось, чтобы такие конкурсы проводились часто. Интернетке андайымда кызыгуу көп болуп кетти. Ошон үчүн мындай конкурстарды өткөзүү өтө маанилүү деп ойлойм. Түрк адамы ойлоп атат, кыргыздар аябай балет болуш керек. Отметим, что в онлайн-конкурсах приняли участие представители из всех регионов страны. Им были вручены памятные подарки и призы от министра. Мария Менфу, Джанабек Егенбердиев, СТВ, город Бишкек.